церковь. Доброе утро. Давайте мы все поднимем свои ноги. Этот день сотворил Господь. Этот день сотворил Господь. Кто-нибудь воскликни Господу. Varbūt kāds no jums sauks Dievu. Знаете, Он говорит, что всегда радуйтесь, Ziniet, viņš saka, vienmēr priecājieties, непрестанно молитесь, nepārtraukti lūdziet за все благодарите. un par visu pateicieties. И сегодня в этот день Un šodien šajā dienā мы можем воздать всю славу Богу. mēs varam atdot visu slavu Dievam, Поблагодарить Его за все. pateikties par visu. Даже когда тяжело, Pat tad, kad ir grūti, надо радоваться, vienalga vajag priecāties, надо благодарить Его. vajag viņam pateikties. Потому что испытания, Tādēļ, ka pārbaudījumi, они делают нас сильнее. viņi dara mūs stiprākus. Вы знаете, в Иакова написано, Ziniet, Jēkabā ir rakstīts, что с великой радостью lai lielu принимайте, prieku mēs pieņemam, когда впадаете в различные испытания. ka tiekam kārdināti. Потому что они vырабатывают в нас терпение. Tādēļ, ka viņi mūsos izstrādā pacietību. Зачем? Priekš kam? Для того, чтобы сделать нас совершенными. Lai mūs darītu pilnīgus. Бог допускает, Dievs kaut ko pieļauj. но это для того, чтобы мы с вами Un tas ir tādēļ, lai mēs ar jums увидели Его руку redzētu viņa roku в нашей жизни. mūsu dzīvēs, Увидели Его любовь, redzētu viņa mīlestību, Его заботу. viņa rūpes. И знаете, Он так близок сегодня. Viņš šodien ir tik tuvu. Он очень близок здесь, прямо на этом месте. Viņš ir tieši šajā vietā, tuvu mums. Знаете, давайте закроем глаза. Aizvērsim acis. Боже, мы благодарим Тебя, Dievs, mēs Tev pateicamies, что Ты здесь, ka Tu esi šeit, на этом месте. šajā vietā. Мы благодарны Тебе, Mēs esam Tev pateicīgi, что каждый раз, ka katru reizi, когда мы приходим к Тебе, kad mēs nākam pie Tevis, когда мы жаждем Тебя, kad mēs slāpstam Tevis, Ты наполняешь нас, Tu mūs piepildi, Ты встречаешься с нами. Tu ar mums satiecies. И в этот день мы ожидаем Тебя. Un šodien mēs sagaidām Tevi. Мы ожидаем Тебя, Боже. Mēs sagaidām Tevi, Dievs. Мы так хотим встречаться с Тобой. Mēs tik ļoti vēlamies tikties ar Tevi. Боже, Ты знаешь сердце наше. Dievs, Tu zini mūsu sirdis. Ты знаешь, о чем помыслы наши. Tu zini mūsu domas. Ты знаешь, Боже, в чем мы нуждаемся. Tu zini, kas mums ir nepieciešams. Ты знаешь, что мы проходим. Tu zini, ka mēs ejam cauri. И мы отдаем все Тебе. Un mēs atdodam visu Tev. Мы отдаем Тебе все. Mēs atdodam visu Tev. Боже, Ты здесь. Dievs, Tu esi šeit. Только Ты нам нужен. Tikai Tu mums esi vajadzīgs. Только Ты. Tikai Tu. Только Ты. Tikai Tu. Cik brīnišķīgs Tavs vārds. Tas man tik ļoti dārgs. Tas manā dzīvībā, tas manā brīvībā un augšām celšanā. Tu zemi radīji un jūru debesīs. Tu zvaigznēm spīdēt liec, dot elpu radībai un izto gudrību. Tu esi iesākums un visa nobeigums. Tev pieder mūžībā un visa dzīvībā. Tu valdnieks pasaulē. Tas manā dzīvībā, tas manā brīvībā un augšām celšanā. Tu zemi radīji un jūru debesīs. Tu zvaigznes
brinner Kikstad svart. Du brinner Kikstad svart. Du brinner Kikstad svart. Аллилуйя! Аллилуйя! Воздайте Ему славу! Dod viņam visu slavu! Воздайте всю славу! Dod viņam visu slavu! Ведь Он достоин всей славы! Viņš ir cienīgs visas slavas! Аллилуйя! Воздай хвалу, народ Божий, кричи Господу. Воздай хвалу, с голосом победы. Ты бесконечный наш Господь, свет пролей на нас, и пусть увидит мир. Ты дал надежду для людей, победил ты смерть, спасение даровал. Пой аллилуйя, Иисус живой. Воздай хвалу, народ Божий, кричи Господу. Воздай хвалу, народ Божий, кричи Господу с голосом победы. С голосом победы. Ты дал надежду для людей, победил ты смерть, спасение даровал. Пой аллилуйя, Иисус живой. Он живой, Он живой. Воздай хвалу, народ Божий, кричи Господу. Воздай хвалу, народ Божий, кричи
Аллилуйя! Ты воскресший царь! Tu esi augšām cēlies ķēniņš. Ты живой Бог! Tu esi dzīvs Dievs. И Он здесь! Viņš ir šeit. И мы будем славить Тебя, Un mēs tevi slavēsim. прославлять Тебя. Slavēsim tavu vārdu. Господь, я избавлен от страшного суда. Жив Господь, я избавлен от страшного суда. Жив Господь, я избавлен от страшного суда. Пусть радуется небо, жив Господь. Жив Господь, я избавлен от страшного суда. Жив Господь, я избавлен от страшного суда. Жив Господь, я избавлен от страшного суда. Да пусть радуется небо, жив Господь. Мы куплены тобою великою ценою. Кровь святого Сына нас от греха омыла. Мы куплены тобою великою ценою. Отец навеки спас всех нас. Жив Господь, я избавлен от страшного суда. Жив Господь, я избавлен от страшного суда. Жив Господь, я избавлен от страшного суда. Да пусть радуется небо, жив Господь. Мы куплены тобою великою ценою. Отец на Сына нас от греха омыла. Мы куплены тобою великою ценою. Отец навеки спас всех нас. Жив Господь, я избавлен от страшного суда. Жив Господь, я избавлен от страшного суда. Жив Господь, я избавлен от страшного суда. Да пусть радуется небо, жив Господь. Жив Господь, вовеки жив Господь в жизни моей. Жив Господь, вовеки жив Господь в жизни моей. Спой! Жив Господь, вовеки жив Господь в жизни моей. 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 Жив Господь, я избавлен от страшного суда. Жив Господь, я избавлен от страшного суда. Жив Господь, я избавлен от страшного суда. Да, пусть радуется небо, жив Господь. Жив Господь, я избавлен от страшного суда. Жив Господь, я избавлен от страшного суда. Жив Господь, я избавлен от страшного суда. Да пусть радуется небо, жив Господь. Пусть радуется небо, жив Господь. Пусть радуется небо, жив Господь.
Дайте еще славу Ему. Dodiet viņam visu slavu. Кто рад? Kurš ir priecīgs, В ком Он живой? ka viņš ir dzīvs? В ком из вас Он живой? Kurā no jums viņš ir dzīvs? Иисус воскрес Jēzus ir augšām и cēlies живет в нас. un dzīvo mūsos, И мы живем с Ним. un mēs dzīvojam kopā ar viņu. Аллилуйя! Аллилуйя! Иисус, Jēzu, Ты живой. tu esi dzīvs, Ты живой Бог. tu esi dzīvs Dievs, Ты воскрес. tu esi augšām cēlies, И мы воскресли. un mēs augšām cēlāmies. Ты очистил нас. Tu esi attīrījis mūs, И мы теперь свободны. mēs tagad esam brīvi, Мы славим Тебя, Боже. mēs te slavējam Dievs. Аллилуйя! Аллилуйя! Выше всяких гор, что впереди, сильнее силы смерти, власти тьмы. Скала среди бушующих морей, она сильней, она сильней. Твоя любовь будет всегда наполнять меня. Твоя любовь будет всегда наполнять меня. Твоя любовь будет всегда наполнять меня. Вновь и вновь и вновь и вновь она льется с неба, напоит меня. Больше нечего теперь бояться мне. Она сильнее, любовь Твоя, она сильнее. Твоя любовь будет всегда наполнять меня. Твоя любовь будет всегда наполнять меня. Твоя любовь будет всегда наполнять меня. И я всегда уверен и наполнен силою Твоей любви. Мой грех прощен, ничто не сможет отделить меня от Твоей любви. Твоя любовь будет всегда наполнять меня. Твоя любовь будет всегда наполнять меня. Твоя любовь будет всегда наполнять меня. Любовь Твоя любовь. Прольется с неба, напоит меня. Больше нечего теперь бояться мне. Она сильнее, провозгласи. Она сильнее. Твоя любовь будет всегда наполнять меня. Твоя любовь будет всегда наполнять
Твоя любовь будет всегда наполнять меня. Да, Иисус, любовь. Твоя любовь, да, твоя Аллилуйя. На Голгофском кресте Ты показал нам, Golgātas krustā tu mums parādīji. Ты излил эту любовь. Tu izlai savu mīlestību. И сегодня, Иисус, мы говорим еще. Šodien, Jēzus, mēs sakām vēl. Мы хотим еще. Mēs gribam vēl. Отец, еще больше Твоей любви, Tās vairāk tavas mīlestības, которая исцеляет, kur dziedina, которая освобождает, kur atbrīvo, которая дает новую жизнь. kur dod jaunu dzīvi. Бог, мы жаждем сегодня. Dievs, mēs slāpstam šodien. Мы подставляем свои сердца как сосуды, Mēs pieliekam savus sirdis kā traukus tavā priekšā, чтобы Ты излил lai tu izlietu больше, vairāk, больше, vairāk, больше, Иисус. vairāk, Jēzus. Мы нуждаемся, Tu mums esi мы vajadzīgs. отчаянно нуждаемся в Тебе. Mēs izmisīgi vēlamies tevi. Отец, сейчас каждое сердце пусть будет обращено к Тебе. Tavs, lai tu katrs sirds ir pavērsta uz tavu pusi. И мы знаем, Дух Святой, что Ты здесь. Mēs zinām, Svētais Gars, tu esi šajā vietā. И Твоя любовь здесь. Un tava mīlestība ir šeit. И сейчас Ты готов изливать. Un tagad tu esi gatavs izliet. И Бог, и мы как послушные дети, Un mēs, kā paklausīgi bērni, мы встаем под этот поток mēs nostājamies pie šīs plūsmas, Твоей великой любви. tavas milzīgās mīlestības. Мы любим Тебя, Mēs tevi mīlam, мы поклоняемся Тебе, mēs tevi pielūdzam, мы превозносим Тебя. mēs paaugstinam tevi. Отец, Tēvs, Сын, Dēls Святой un Дух. Svētais Gars. И все мы скажем Visi teiksim amen. Аминь, церковь. Amen, draudzim. Доброе утро. Воздайте Labrīt. Господу славу. Dosim visu slavu tam kungam. Аллилуйя. Бог достоин всей хвалы. Dievs ir cienīgs visas slavas. Друзья, я сегодня видел много лиц, которых я не знаю, поэтому, пожалуйста, те, кто сегодня первый раз, Šodien es redzu daudzas sejas, kuras es vēl agrāk neesmu redzējis. Pasakiet, lūdzu, kurš ir pirmo reizi šajā vietā? поднимите свою руку, пожалуйста. Paceliet savu roku, lūdzu. Очень рады видеть вас. Ļoti priecājamies jūs Владимир Ильич, redzēt. Наши местоуказатели сейчас могли бы раздать вам карточки. И с этой карточкой в кафе вы после служения можете прийти и угоститься кофе и какой-нибудь закуской. Mēs vēlamies jums izlīt kartiņas, ar kurām jūs pēc tam varat ierasties kafejnīcā un apmainīt to pret kafiju vai desertu. Да. И, дорогие друзья, Un, dārgie draugi, перед тем, как мы посмотрим небольшое видео, pirms mēs noskatīsim nelielu video, я хотел бы представить нашего гостя и рассказать небольшую историю. vēlos izstāstīt nelielu stāstu un pieteikt mūsu viesi. Какое-то время назад я жил в Болдерае. Kādu laiciņu atpakaļ es dzīvoju Bolderājā. И так как на работу я приезжаю к 9 утра, Un tā kā es darbu es braucu uz 9, и чтобы успеть, нужно выезжать ровно в 8:15. lai paspētu, nepieciešams izbraukt 8:15. И вы можете присаживаться, история может быть Jūs долгой. varat piesaisties, stāsts varbūt ilgāks. И знаете, заводя машину, у меня автоматически включается латвийское христианское радио. Tad, kad es iedarbināju mašīnu, man automātiski ieslēdzās kristīgais radio. И удивительным образом, каждое утро Un interesantā veidā, katru rītu, в 8:15 8:15, в машине меня встречает голос нашего гостя. mašīnā man sagaida mūsu vieša balss. Голос ведущего программы «Пробудись, Латвия». Balss, kur vada raidījumu Mosties Latvija. Это пастор церкви Dzīvības Avots Tas ir mācītājs draudzē dzīvības avots Modris Zalankevich. Modris Ozonkevičs. Мы очень рады приветствовать вас. Ļoti priecājamies jūs šeit redzēt. У меня есть несколько великолепных и интересных фактов о пасторе Модрисе. Man ir Я daudz interesantu faktu par mācītāju Modri. просто накопал. Es vienkārši atradu to atraku. Целый лист. Я Vesels saraksts. потом отдам. Pēc tam atdošu. Пастор Модрис является отцом 7 детей. Это правда? Tātad mācītājs Modris ir 7 bērnu tēvs. Пастор, это пример для нас. Tas ir piemērs priekš mums. Также он является президентом Латвийского евангельского альянса. Viņš tā arī ir Latvijas alianses evaņģeliskās alianses prezidents. Да, и до сегодняшнего дня, Un līdz šai dienai, вот до 31 мая, līdz 31. maijam, он был заместителем епископа viņš bija bīskapa aizvietotājs латвийских пятидесятнических церквей. Latvijas vasarsvētku draudžu.
Но удивительный факт, что уже с завтрашнего дня No interesants fakts ir tāds, ka jau no rītdienas пастор Модес станет епископом латвийских пятидесятнических mācītājs церквей. Modis kļūst par bīskapu Vasarsvētku draugu apvienībā. Я говорю это потому, что пастор, наверное, сам о себе не будет рассказывать. Es to stāstu tādēļ, ka droši vien Такие mācītājs pats факты. par sevi to И nepastāstīs. мы очень рады приветствовать вас сегодня. Mēs esam ļoti И priecīgi redzēt jūs šodien сейчас šeit. в церковь у нас будет несколько видеообъявлений. Доброе утро, церковь! Добро пожаловать на наши еженедельные воскресные собрания. И у меня есть для вас пару очень важных объявлений. Итак, начнем с того, что каждый понедельник в 19:00 у нас в церкви молитвенная гора. Это классное время, чтобы вы могли бы прийти, согласиться с братьями и сестрами вместе за те вещи, которые на самом деле важны в нашем Божьем Царстве, чтобы помолиться, чтобы обновиться, чтобы просто пребывать в Церкви Божией. Поэтому приходите каждый понедельник в 19:00. Это объявление касается нашей молодежи. Молодежь, 31 мая в 16:00 мы все встречаемся в Благой Вести, потому что у нас будет совместная молодежка в церкви Благая Весть. Будем дружить между церквями, будем вместе поклоняться Господу, вместе углубляться в Его Слове и также хорошо проводить время, играя какие-то игры, конкурсы. По всем вопросам касательно этого мероприятия можете обращаться к Дану Кочкину. И следующее объявление – это касательно нашего самого яркого, самого важного события этого лета. И это наши лагеря. Детский лагерь в этом году пройдет с 5 по 11 июля. Это прекрасное время, когда мы будем углубляться в тему лагеря. Тема лагеря в этом году у нас Божие Царство. Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Поэтому, родители дорогие, планируйте это время, записывайтесь, молитесь за этот лагерь, потому что это будет время, когда ваши дети, они обновятся, они получат что-то новое, они переживут Божие присутствие, и это изменит их на всю их жизнь. Родители, это важно, и это ваша ответственность, потому что вы записываете своих детей в этот лагерь. Молодежь, в этом году у нас будет самый большой молодежный лагерь в истории нашей церкви. Он будет проходить с 26 июля по 1 августа. Мы будем его проводить вместе с церковью «Новое поколение». Будем вместе дружить с церквями, будем вместе переживать Божие обновление, Божие присутствие. Вы обязательно получите освежение в этом лагере. Поэтому записывайтесь, приглашайте своих друзей и просто не забывайте о том, что если вы подготовите свое сердце, то Бог обязательно посетит вас в этом лагере. Дорогая церковь, в июне у нас снова есть прекрасная возможность участвовать в этом большом празднике Евангелия с Натаном Моррисом. Это прекрасный огненный евангелист, который уже не первый раз приезжает в Латвию. Он несет живое послание Евангелия, которое сопровождается с чудесами и знамениями. Я евангелист Натан Моррис. Я верю, что сейчас критичное время для Европы. То, что вы видите по новостям, транслируется во всем мире, и это время подходит для проповеди Евангелия в Европе как никогда ранее. В сердце служения Shake the Ministries – поездка в Европу, и я хочу сообщить, что буду проповедовать в Латвии, Литве и Эстонии. В июне с 4 по 7 в Кипсале у нас будет возможность каждый вечер приходить и приводить людей и просто видеть эту манифестацию Божьей силы и Божьей славы. Я был в Латвии в прошлом году и видел Бога движущимся могущественным образом. Есть такой голод по Божьему присутствию в Латвии. Пожалуйста, придите, участвуйте. Детали есть внизу вашего экрана. Я верю, что ваша жизнь никогда не будет прежней, и с нетерпением жду вас там. Да благословит вас Господь. Я очень хочу, чтобы мы, церковь, как Божья семья, участвовали в этом. Участвовали финансами, участвовали молитвами и, конечно же, приглашали людей. Давайте примем участие, потому что это наш город, это наша Латвия. И я знаю, что каждая поместная церковь делает свой вклад, и вместе, как тело Христа, мы осуществляем это великое поручение Господа нашего. Я верю, что Царство Божье, оно усиливается и распространяется в Латвии. И давайте будем частью Божьей работы. Доброе утро, церковь! Labrīt, draugi! Я рад всех приветствовать. Ļoti priecājos visus šeit sveikt. У меня есть поручение, задание от Господа Man и ir от uzdevums no пастора Dieva un no mācītāja собрать деньги с народа Божьего. savākt naudu no Dieva tautas. Это очень ответственно, Tas ir ļoti atbildīgi, потому что, как говорят, деньги – это кровь нашей жизни, да? kā saka, nauda ir mūsu dzīves asinis. Но
на самом деле, друзья, финансы, Taču patiesībā, draugi, finanses, которые мы даем Господу, kuras mēs atdodam Dievam, они очень сильно связаны с тем, во что мы верим. tas ir ļoti stipri saistīts ar to, kam mēs ticam. Верим ли мы в то, что наша жизнь зависит от материальных благ этого мира? Vai ticam tam, ka mūsu dzīve ļoti stipri ir atkarīga no materiālajiem labumiem? Или же мы доверяем тому, что говорит Писание? Vai arī mēs uzticamies tam, ko saka raksta? А Писание говорит очень интересные вещи. Raksta saka ļoti interesantas lietas. Она говорит, что жизнь человека Viņa saka, ka cilvēka dzīve не зависит от изобилия его имения. nav atkarīga no viņa pārpilnības. Вы знаете, я всегда думал, что я не первый раз собираю деньги. Ziniet, es ne pirmo reizi vācu naudu. И я всегда думал, что как бы финансовая часть служения, Es vienmēr domāju, ka finanses, tā kalpošanas daļa, она влияет только на финансовую сторону нашей жизни. es vienmēr domāju, ka tas ietekmē tikai finansu sfēru mūsu dzīvē. Но на самом деле Patiesībā финансы, они влияют не только на материальную сторону нашей жизни. finanses ietekmē ne tikai mūsu finansiālo materiālo daļu. Стреляют. Давайте откроем Деяния, 10 главу, Atvērsim apakstuļu darbus 10. nodaļu. в подтверждение того, о чем я говорю. Lai apliecinātu to, ko es tagad runāju. Мы здесь можем увидеть историю Mēs šeit varam redzēt stāstu про языческого человека. Там, он был итальянец. Давайте прочитаем лучше. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творящий много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: «Корнилий». Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоторого Симона Кожевникова, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Да. С первого. Cēsarijā bija kāds vīrs vārdā Kornēlijs, virsnieks tā sauktajā Itāļu rotā. Ticīgs un dievbijīgs vīrs ar visu savu namu. Viņš deva ļaudīm daudz dāvanu un patstāvīgi lūdza Dievu. Tā ap 9. dienas stundu viņš parādībā skaidri redzēja Dieva eņģeli ienākumu pie viņu un uz viņu sakām: Kornēlij. To redzēdams viņš pārbijās un sacīja: Kas ir kungs? Bet tas viņam atbildēja: Dievs ir pieminējis tavas lūgšanas un dāvanas. Tagad nosūti vīrus uz Jopi un attaicina Sīmeni, kam pievērts Pēteris. Tas dzīvo pie kāda ādmiņa Sīmeņa, kam ir nams Jūrmalā. Kad eņģelis, kas ar viņu runāja, bija aizgājis, viņš atsauca 2 vergus un kādu dievbijīgu kareivi no tiem, kas pastāvīgi bija pie viņa, un tiem visu izstāstīs sūtītos uz Jopi. Nākamajā dienā, kad tie bija ceļā un tuvojās pilsētē, Pēters ap 6. stundu uzkāpa uz jumtu lūgt Dievu. Būdams izsalcis, viņš gribēja ko baudīt, kamēr tie gatavoja ēdienu, viņš kļuva garā aizrauts. Un viņš redz debesis atvērt un kādu ietveru nonākumu, it kā lielu palagaišu 4 stūriem nolaist zemē. Спасибо, спасибо. Хорошо. Смотрите, здесь в 4 стихе сказано, что молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом. Redziet, šeit 4. pantā ir rakstīts, ka Dievs ir pieminējis tavas lūgšanas un dāvanas. Друзья, я понимаю, что здесь в основном все верующие, и все уже знают истину о том, что там, Бог живой, Он любит нас, Он принимает участие в нашей жизни. Es saprotu, ka šeit visi gan ir ticīgi un saprot, ka Dievs mūs mīl, ka Viņam ir daļa mūsu dzīvē un ka Viņš par mums rūpējas. Потому что у нас есть завет с Богом посредством крови Иисуса Христа. Tādēļ, ka mums ir derība caur Jēzus Kristus asinīm ar Viņu. Потому что мы приняли Иисуса Христа. Tādēļ, ka mēs esam pieņēmuši Jēzus Kristu. Но здесь вот этот Корнилий, он не является верующим христианином. Bet mēs redzam, ka šeit Kornēlijs nav ticīgs vīrs. Он является язычником, человеком без Бога. Viņš ir skaitās cilvēks bez Dieva. И мы знаем, что к язычникам у евреев вообще было такое отношение, как к каким-то нечистым, как Иисус вообще одну женщину назвал собакой.
Mēs zinām, ka jūdiem viņiem nebija atļauts ar viņiem pat tikties, un mēs atceramies to reizi, kad Jēzus nosauc kādu sievieti pat par suni. Но, несмотря на это, жертвы, которые делал вот этот Корнилий, Neskatoties uz to, tās upuris, ko pienes Kornēlijs, они привлекли внимание Бога в его жизнь. tas piesaistīja Dievu uzmanību viņa dzīvē. И, конечно же, Бог увидел самую главную нужду Корнилия, Protams, Dievs redzēja pašu galveno vajadzību Kornēlija dzīvē, что он не был в завете с Богом, ka viņam nebija derības ar Dievu, что он нуждался в спасении. ka viņam bija nepieciešama glābšana. И что меня очень впечатляет в этой истории, Kas visvairāk man iespēdo šajā stāstā? в 6 стихе сказано, 6. pantā ir teikts, ангел говорит ему о том, что придет человек, Eņģelis saka, ka atnāks kāds cilvēks, который скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. ka atnāks kāds cilvēks, kas teiks vārdus, caur kuriem tu tiksi glābts un tavs nams. Это мне говорит о том, что когда мы служим Господу своими финансами, десятинами, приношениями, Tas man parāda to, ka tad, kad mēs kalpojam Dievam ar savām desmitajām tiesām un ziedojumiem, Бога это касается не только в отношении нашей жизни, Dievam tas tā kā pieskarās ne tikai saistībā ar mūsu dzīvi, это касается также наших родных и близких. bet arī saistās ar mūsu radiniekiem un tuviem cilvēkiem. Я слышал много свидетельств людей, которые испытывали разные трудности в разных областях жизни. Es esmu dzirdējis daudz cilvēku stāstām, ka viņi ir gājuši daudz dažādām grūtībām savā dzīvē cauri, И они много молились. un ka viņi ir daudz lūguši. И очень часто Бог побуждал делать жертвы финансовые. Un ļoti bieži Dievs arī pamudināja veikt kaut kādus ziedojumus finansiālus. Раньше, когда я это слышал, я всегда думал, как-то под сомнение немножко даже это ставил. Kad es to agrāk dzirdēju, es nevarēju tam īsti noticēt, tas man izraisīja šaubas. Типа мы же не покупаем же благословение Jo mēs taču nepērkam svētību за деньги. par naudu. Там исцеление, Dziedināšanu, спасение родных. tuvinieku glābšanu. Но почему это так важно? Bet kādēļ tas ir tik svarīgi? В Евангелии от Луки в 12 главе Lūkas evaņģēlijā Иисус сказал, Jēzus ir teicis, Он сказал, наипаче ищите Царство Божьего, и это все приложится вам. 31 стих. 31. pants, 12. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволит дать вам царство. Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе вместилище неветшающее, сокровище не оскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. 31. līdz 34. pants. Dzenieties vairāk pēc Dieva valstības, tad jums šīs lietas tiks piemestas. Nebīstieties tu mazais ganāmais pulciņš, jo jūsu tēvs ir nolēmis jums piešķirt valstību. Pārdodiet savu īpašumu un izdaliet to nabagiem. Gādājiet sev par naudas makus, kas nepaliek veci, neizsīkstošu mantu debesīs, kur zaglis nevar piekļūt un ko kodas nevar maitāt. Jo kur jūsu manta, tur būs arī jūsu sirds. Я не буду открывать там другие места Писания. Es nevēršu vaļā citas raksturvietas. Но вы помните, что Иисус неоднократно останавливался возле жертвенников. Bet jūs atcerieties, ka Jēzus vairākas reizes atstājās pie upurvietas, Куда люди клали свои приношения. kur ļaudis pienes savus ziedojumus. И он смотрел, как люди кладут, Un viņš skatījās, kā cilvēki to dara, с какой верой. ar kādu ticību. Потому что, как мы читали здесь, сокровище наше находится там, где наше и сердце. Jo kā mēs lasījām, kur ir mūsu manta, tur ir mūsu sirds. Вернее, наоборот, сердце наше там, где наше сокровище. Vai arī otrādā, kur ir mūsu sirds, tur ir mūsu manta. Поэтому, друзья, когда мы сейчас будем давать финансы, Tagad, kad mēs dosim savus finanses, конечно, я скажу по себе, бывают такие моменты, когда, думаешь, да, как всегда, хопа, дежурно. protams, varu teikt pēc sevis, kad vienkārši ir kāds dežūra ziedojums. Но я знаю, что Писание также говорит, что добро, охотно дающего любит Бог. Bet tāpat arī raksts saka, kad labprātīgi devēju. То есть не просто Бог Dievs любит mīl. того, кто дает. Viņš nevienkārši mīl to, kas dod. Он еще смотрит, с каким мы отношением даем. Viņš arī skatās uz attieksmi, ar kādu mēs dodam. Даем ли мы с верой? Dodam, lai mēs ar ticību. Поэтому, когда мы сейчас будем давать, Tagad, kad mēs dosim, давайте мы перед этим помолимся. lūgsim par to pirms tam. И если ты переживаешь,
Ja tu pārdzīvo какие-то трудности в своей жизни, kaut kādas grūtības savā dzīvē, если ты молишься за своих неродных, неспасенных, ja tu lūdz par saviem tuviniekiem, kas nav vēl glābti, знай, что ты своими финансами, zini, ka tu ar savām finansēm или по-другому сказать, своим отношением vai ar savu к attieksmi финансам, pret finansēm, ты показываешь, tu parādi, насколько ты доверяешь Богу. cik tu uzticies Dievam. Знаете, есть такой принцип не Ir tāds библейский. princips, На тебе Боже, что мне не гоже. ņem Dievs tas, kas man nav vajadzīgs. Я думаю, что не надо объяснять. Писание и так говорит, что кто скупо сеет, тот скупо пожнет. Es domāju, te nav nepieciešams kaut ko paskaidrot, jo tas, kurš sīksti sēj, tas arī sīksti pļauj. Но по истории с Корнилием мы видим, что мы пожинаем не только финансы. Bet pēc Kornelijas stāsta mēs redzam, ka ne tikai finanses var Аминь. saņemt atpakaļ. Amen. Друзья, вы здесь? Draugi, jūs Доброе šeit? утро. Labrīt. Давайте мы помолимся Palūksimies и будем делать приношение с верой. Аминь. un nesīsim ziedojumus ar ticību. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам свое Слово, Ты дал нам свои драгоценные обетования. Господь, мы благодарим Тебя, что Твоя милость и любовь, она всегда есть и открыта для Твоего народа. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты заботишься о нас. Ты сказал, чтобы мы приносили в дом Твой десятинные приношения и хотя бы в этом испытали Тебя. Не откроешь ли Ты окон небесных? Господь, мы верим Тебе и мы доверяем Тебе, что независимо от обстоятельств этого мира, от экономических положений, от каких-то политических проблем, мы знаем, что Твое царство, оно непоколебимо. И мы благодарим Тебя, что Ты действуешь в наших домах, в наших семьях, в нашем здоровье, в нашей жизни. Благодарим Тебя, мы славим Тебя, и мы почитаем Тебя своими приношениями, своими десятинами, своими даяниями. И мы благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Еще одну минуточку, подождите, не Да, пускайте минуту. ведра. Я хотел, пастор попросил, чтобы я напомнил о том, что было сказано уже на прошлом служении, о евангелизации с Натаном Моррисом. Mācīties lūdzu, lai es jums atgādinu, kas tika teikts pagājušajā dievkalpojumā. Я думаю, никому не надо особо объяснять, что Es domāju, nav nepieciešams paskaidrot kādam, эти большие проекты стоят больших денег. ka šie lielie projekti arī maksā lielu naudu. И спонсорами этих проектов являемся мы с вами. Un mēs esam šo projektu sponsori. И Господу тоже это очень ценно. Dievam arī tas ir vērtīgi. Насколько мы участвуем в деле Божьем. Cik mēs ļoti pievienojamies Dieva darbam. Поэтому те конверты, которые у нас есть, да, конвертики? Mums ir aploksnes, Те ja? конверты, которые у нас есть, они не подписаны, да? Мы можем их подписать конкретно, но на евангелизацию. Mēs varam uz aploksnes uzrakstīt, ka tas ir tieši Но evanģelizācija. если ты приготовил свои десятины, Bet ja tu esi sagatavojis savu 10. tiesu, специальные приношения для собрания, vai arī speciālu pienesumu у tieši нас есть там dievkalpojumam, молодежные служения, евангелизационные, jauniešu там внутренние evanģelizācijas, какие-то моменты, iekšēji реабилитационное служение. rehabilitācijas centri. Короче говоря, послушай свое сердце еще раз. Ieklausies savā sirdī vēlreiz. Я верю, что Господь направляет нас. Es tiešām ticu, ka Dievs mūs Если vada. мы будем послушны Духу Святому, Ja mēs būsim paklausīgi svētiem garam, я уверен, что все нужды будут покрыты по es esmu pārliecināts, ka visas всем vajadzības tiks программам, noklātas евангелизациям. par visām evanģelizācijām. Аминь. Поэтому, если тебе нужен конверт, подними руку. И если ты приготовил свою жертву именно для этой евангелизации, ты можешь дать. Или если же ты планируешь еще что-то принести впоследствии, ты можешь написать обещание. Ja tu vēlēsi ziedot, tad paņem aploksnī, tur ir iespējams uzrakstīt visu virsū un ziedot pēc mērķa, kāds jums ir sirdī. Хорошо. Будем давать Dosim во имя Иисуса Христа. Jēzus Kristus vārdā. Аминь. Можно опустить ведра. И пока совершается сбор, я напомню о насыщенных тут днях, которые у нас будут. Vēlos atgādināt par piepildītām dienām, kas Объявление mums būs. уже было по поводу евангелизации, Bija jau paziņojums par evanģelizāciju которая называется «От минуса в плюс». ar nosaukumu no mīnus uz plusu. Она такая, знаете, глобальная, все латвийская. Tā ir globāla visas Latvijas mērogā. И как-то так получилось, что мы прям, я думаю, что не, как сказать, не конкурируя, но в одном духе, Es domāju, tā ir sanāca, ka nekonkurējot, bet vienā garā у нас запланирована евангелизация. mums ir ieplānota evanģelizācija. У нас запланирована евангелизация
по районам и здесь в церкви. Ir ieplānota evanģelizācija rajonos un šeit draudzē. И они будут, знаете, тоже такие особенные. Un tās būs īpašas. Кстати, я когда смотрел объявление, я думаю, слава Богу, у нас все идет, знаете, как, не совпадает время, когда у нас будет здесь и будет евангелизация в спортманеже. Kad skatījos paziņojus, es nopriecājos, ka tas viss nesakrīt. Kad ir Друзья, viens я pret хочу otru. сказать, это очень-очень важно, чтобы мы приложили к этому сердце, чтобы мы участвовали в этом. Es vēlos atgādināt, ka tas ir ļoti svarīgi, lai mēs ieliktu Потому что sirdi tajā. люди этого мира, они никак не могут спастись, Jo šīs pasaules cilvēki nevar vienkārši tāpat glābties. если кто-то им об этом не скажет. Ja kāds no mums par to nepastāstīs. Итак, друзья, я понимаю, информации много, но услышьте. Informācijas daudz, bet sadzirdiet. У нас будет евангелизация. Būs evanģelizācija. Так, где мой телефон? У нас будет евангелизация в Балдерае Bolderājā 6 июня. 6. jūnijā Она будет проходить в 12 часов. 12:00. И вы знаете, я не буду там вдаваться в детали, но у нас будет тоже один наш брат во Христе, зарубежный гость Nevēlos runāt par detaļām, bet mums arī būs kāds viesis. из Дании. Клаус Мюллер Klaus Müller из Дании. no Dānijas. Это тоже очень сильный евангелист, который служит в чудесах, в исцелении, Arī spēcīgs в evanģēlists, освобождении. У него сильное свидетельство, как Бог его освободил от наркотиков. kuram ir liecība par to, kā Dievs viņu atbrīvo no narkotikām. И он будет служить у нас здесь в воскресенье, в следующее. Un nākošo svētdienu viņš šeit arī kalpos Это draudzēm. будет у нас, как вы помните, мы согласились, что раз в месяц у нас будут праздники Евангелия, то есть евангелизационные служения. Atcerieties, mēs norunājam, ka reizi mēnesī būs evanģelizācijas svētki. И по районам у нас также будет евангелизация. Мы планируем серьезную евангелизацию. Мы тоже уже раз в месяц проводим евангелизацию в Балдерае. Мы видим, как Бог двигается там. Un reiz mēnesī arī citos rajonos mēs vadām šādas evanģelizācijas. Un tagad tas būs Bolderijā katru Да. mēnesi. Где флайеры? У нас тут были флайеры, теперь они исчезли. Хорошо, там есть флайеры Tur ir flyeri на все евангелизации. uz visām На Ната evanģelizācijām. Мориса, Natans Moris на Балдерай, uz Bolderāju, здесь, на Масту. šeit Mastu ielā. У нас еще евангелизация будет в этот же день на Югле в субботу. Tajā pašā dienā, sestdien, ir arī evanģelizācija Juglā. Друзья, большая просьба Liels lūgums отнестись к этому очень ответственно. attiekties pret to atbildīgi. Не проходите мимо этих пригласительных. Nepaiet garām šiem ielūgumiem. Возьмите их. Paņemiet tos. Обязательно кому-нибудь дайте. Noteikti iedodiet kādam. За них платятся немалые деньги. Par viņiem arī nemaz naudu samaksāt. Поверьте, не 2, не 3 цента за один Ne 2, ne пригласительный. 3 centi par И vienu. если они просто пролежат и пропадут, Ja viņi vienkārši tur nogulēs un pazudīs, ну, я думаю, вы понимаете, это говорит о нашем отношении. es domāju, tas runā par mūsu attieksmi. Хорошо. С объявлениями вроде бы как бы все. Ar paziņojumiem it kā viss. Насчет евангелизации, если есть какие-то вопросы, подходите к Александру Емельянову. Ja ir kādi jautājumi, tad pie Aleksandra Jemeļanova. Значит, пригласительные на каждый район также можно спросить у него, или же, наверное, у Алексея, который вот стоит такой молодой, красивый. Ielūgumus iespējams saņemt pie Пижнаки. Aleksandra vai pie Alekseja. Да, хорошо. Друзья, теперь давайте мы поприветствуем мужа Божьего, епископа, пастора Модриса Азланкевича. Tagad sveiksim Встречаем. Modrisu Zankeviču. Хорошо. Labdien! Добрый день. Man ir prieks būt pie jums. Мне радостно быть с вами сегодня. Paldies par jūsu tādu siltu uzņemšanu. Спасибо за теплый ваш прием. Man liekas, ka es biju šeit gadu atpakaļ. Я был здесь год назад. Arī tādā pašā sakrībā jūsu mācītājs bija kaut kur izbraucis. И в такой же связи ваш пастор куда-то уехал. Visu laiku kaut kur brauc. Все время куда-то ездит. Varam Facebookā pastīties bildes. Можем картинки в Фейсбуке хоть посмотреть. Vai jūs varat pastīties viņu uz ekrāna, vai ne? Или на экране на него можете поглядеть. Bet es gribēju jums teikt, Но я хочу вам сказать. nu nejūtaties kaut kādā veidā apbižot tāpēc. Но не будьте каким-то образом обиженными из-за этого. Bībele saka, dvēselē, kas bagātīgi svētīt citus, pat tiks svētīt.
Писание говорит, что душа, которая других благословляет, также будет благословенна. Kad jūs dalieties ar savu mācītāju, Делитесь ли вы своим пастором? tad jūs tiksiet svētīti, ka jūs dalieties ar viņu. Будете благословенны, если делитесь им. Jā, kad viņš var braukt un kalpot kaut kur, Когда он может ехать и где-то служить. Dievs neaizmirst arī jūs. И Бог не забудет и вас. Un vēl mazliet par evanģelizāciju no mīnus uz plusu. И еще немного о евангелизации из минус в плюс. Pagājušajā reizē jūsu slavēšanas grupa piedalījās. Liels jums paldies! В прошлый раз ваша группа прославления участвовала. Большое вам спасибо. Jūs tiešām mūs ļoti svētījāt visus. Вы очень нас всех благословили. Un mācītājs bija klātienē. И был также пастор. Jā, tā kā paldies liels. Большое спасибо. Un šoreiz И на этот раз mums nebūs atsevišķi dievkalpojums Krievu valodā, у нас не будет отдельного мероприятия на русском языке, bet būs tulkojums austiņās. но будет перевод в наушниках Tā kā tiem, kas nesaprot latviešu valodu для тех, кто не понимает латышский un язык angļu valodu, и английский язык. varēs klausīties Krievu valodā tulkojumu austiņās. Можно будет слушать на русском языке в наушниках. Un vēl mazliet tur jums visiem redzu uz krēsliem šie ielūgumi. И я вижу всех пригласительные на стульях, Uz šiem ielūgumiem ir pareizs laiks. и на них правильное время стоит. Tur ekrānā bija sestdien, svētdien rakstīts 18. На экранах было написано, что в 6 часов в субботу и Bet воскресенье, ir 5. но на самом деле в 5. Jā, sestdien, svētdien arī 5. В субботу и воскресенье также в 5. Un sestdien 11. И в субботу в 11 kalpos Lidijas Stenlija Marova ir īpašs dievkalpojums sievietēm. Лидия Стэнли Мароу будет служить на особенном богослужении для женщин. Tā kā mēs priecāsimies jūs visus un visas И redzēt. мы будем вас всех рады видеть. Un paldies visiem, kas atbalstīja pagājušajā gadā. Jā, arī jūsu kārtībnieki bija daudz atnākuši un kalpoja. Tā kā milzīgs paldies. Спасибо огромное всем, кто поддерживал и в прошлом году, и ваша служба порядка пришла и служила. Огромное вам спасибо. Tāpat paldies par finansiālu atbalstu. И также спасибо за финансовую поддержку. Labi. Хорошо. Droši vien jāsludina Dievvvārds un nepietiek runāt par visiem pasākumiem, kas būs, kas notiks. Наверное, надо начинать проповедовать Божье Слово и перестать говорить о мероприятиях, которые будут. Patiesībā es mazliet aizdomājos. Я на самом деле задумался чуть-чуть. Aleksandrs bija, jā, pareizi. Da. Es domāju, Aleksējs, kurš bija, kurš pēkšņi. Александр, Aleksandrs teica, ka es no rītdienas skaitos kā bīskaps. И Александр сказал, что я с завтрашнего дня считаюсь как епископ. Un es tās sēdēju un aizdomājos. Я сидел так и задумался. Domāju, ups, iekrita. Вот попал. Bet es ticu, ka Dievs visu dara pēc savu gribas lēmumu. Но я верю, что Бог все делает по желанию своей воли. Un jebkuram aicinājumam Dievs dod savu žēlastību. И есть благодать на любое призвание. Un lai kur Dievs tevi būtu aicinājis, Куда бы Бог тебя ни призывал, viņam ir žēlastība priekš у него tevis. есть благодать для тебя. Viņš nekad tevi nesūta vienu. Он тебя никогда одного не отправляет Un viņš nekad neprasa, и никогда не просит, lai tu to izdarītu viens. чтобы ты делал что-то один. Viņš tikai es iešu kopā ar Он tevi. говорит, я пойду с тобою, Es būšu ar я tevi. буду с тобою, Es tevi neatstāšu un не nepametīšu. оставлю, не покину тебя. Man ziniet, tad, kad Jēzus devās uz debesīm, И знаете, когда Иисус отправился на небеса, pirms vēl mācekļi skatījās, еще до того, как ученики они смотрели, viņi redzēja, kā viņu kungs tiek pacelts no viņiem и augšā. они видели, как их Господь, Он поднимается наверх от них. Jēzus teica viņiem un mācīja. Иисус сказал им и учил. Viņš teica, es iešu prom. Он сказал, я уйду. Un viņu sirds bija skumjas. И была грусть в их сердце. Un viņš teica, bet tas jums ir par labu. Он сказал, это во благо вам. Jo tad, kad es aiziešu, Потому что когда уйду, es lūkšu tēvu, я умолю Отца. un viņš sūtīs svēto garu. И Он пришлет Духа Святого. Patiesības garu, kas būs pie jums mūžīgi. Духа истины, который вас пребудет навечно. Jēzus, mēs zinām, Bībele saka, ir pie tēva troņa debesīs. Иисус, как мы знаем, как говорит Библия, Он у трона славы, у трона Отца на небесах. Svētais gars mājo mūsos. Дух Святой обитает в нас. Amen. Аминь. Dieva gars mājo mūsos. Дух Святой обитает, Дух Божий обитает в нас. Un svētais gars dod mums šo Kristus realitātes sajūtu mūsu dzīvē. И Дух Святой дает нам реальность этой жизни Христа в нашей жизни. Un lai kur mēs būtu, mēs zinām, И где бы мы ни были, мы знаем, ka Dievs ir ar mums. что Бог с нами. Arī šajā rītā. И этим утром также Dievs ir šeit. Бог здесь. Un ir vēl kāda lieta, ko Aleksandrs nenostučīja jums. И еще я об одной штуке не настучал вам. Mūsu draudzē šodien ir 20 gadi. Сегодня 20 лет нашей церкви. Paldies.
Mēs netaisījām nekādas lielas svinības, Мы не делали никакого большого торжества, jo kaut kādus gadus atpakaļ mēs izlēmām, потому что какие-то несколько лет назад мы решили, kad mēs savus gadu svētkus svinēsim ar evanģelizācijām. что мы будем праздновать наши годовщины евангелизациями. Un mums būs viena nākamā nedēļa. И у нас будет одна на следующей Un неделе. mēs ticam, ceram, ka jūs visi И мы pievienosieties. верим и надеемся, что вы все подключитесь. Bet, ziniet, es domāju par šiem 20 gadiem, es skatījos šeit uz Ketiju priekšā. И я думал о этих 20 Kristaps kaut годах, kur vēl tur ir. и смотрел на Кетию здесь спереди, и там Кристоп сидит. Kādreiz viņi tādi maziņi nāca pie mums draudzē. Когда-то они такие маленькие приходили в нашу Ap церковь. Ketija bija mazliet lielāka. Кетия была чуть побольше. Bet es domāju, paldies Dievam, Но я думаю, слава Богу, ka draudz tas nav kaut kas viens. Te nu mēs esam, te ir mūsu 20 gadi, un mēs neviens nekur, nevienu citu neietekmējam. что вот мы здесь, вот наши 20 лет, и мы никого нигде не влияем. Paldies Dievam, ka tas, ko mēs darām, Спасибо Богу, что то, что мы делаем, iet pāri mūsu draudzes robežām. оно выходит за границы наших церквей. Tas, ko jūs darat, То, что вы делаете, tas nav tikai šeit Mastu ielā. это не только на Масту, Tas aizskar cilvēku sirdis. это затрагивает сердца людей. Un kurš var zināt? И кто может знать? Varbūt pēc kādiem gadiem stāvēs tev un dziedās. Может, кто-то будет стоять и будет петь здесь через Un rados сколько-то ar лет. mācītāju vēl būs. И будет родственником пастора. Dievs dara savu darbu. Бог делает свою работу. Un tā ir privilēģija И есть такая привилегия būt viņa aicinājumā. быть в Его призвании. Es vēlos lasīt Dieva vārdu apstuļu darbos. Я хочу читать из Деяний апостолов, Pirmā nodaļā. 1 глава, Es lasīšu no 1 līdz 11 pantam. и я буду читать с 1 по 11 стих. Es tikko visu to jums jau izstāstīju, izlasīšu vēlreiz. И я все вам рассказал, но теперь еще прочту. Pirmajā grāmatā Teofils esmu stāstījis par visu, ko Jēzus darījis un mācījis no paša sākuma līdz tajā dienā, kad ar Svēto garu devis pavēles apstuļiem, ko bija izredzējis. Viņš tika uzņemts debesīs. Tie viņš arī pēc savām ciešanām ar daudz skaidrām zīmēm bija dzīves parādījies, un 40 dienas viņa vidū redzēts runājis par Dievu valstību. Un tos sapulcinājis, viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzālēmas, bet gaidīt tēva apsolījumu, ko jūs tā viņš sacīja no manis esat dzirdējuši. Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiks kristīti ar Svēto garu pēc nedaudz dienām. Tad tie, kas bija kopā, viņām vaicāja, kungs, vai tu šajā laikā atkal uzcels Izraēlam valstību? Viņš tiem atbildēja, nav jūsu daļa zināt laikus vai brīžus, ko tēvs nolicis savā paša varā. Bet jūs dabūsiet spēku, kad Svētais gars būs nācis par jums un būsiet mani liecinieki, kā Jeruzālēmē, tā visā Jūdejā un Samarijā, un līdz pašam pasaules galam. To sacījis, viņš tiem redzot tika pacelts un padebes viņu uzņēma prom no viņa acīm. Kad tie viņam aizejot cieši skatījās uz debesīm, lūk, pie tiem stāvēja divi vīri baltās drēbēs, tie sacīja galilieši. Ko jūs stāvat, skatīdamies uz debesīm? Šis Jēzus, kas uzņems prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs viņu esat redzējuši debesīs, aizejam. Amen. Да, с 1 по 11 стиха звучит так. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всему, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил себя живым по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божием. И собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Dažas nedēļas apkārt mēs svinējām vasaras svētkus. И неделю назад мы праздновали День Пятидесятницы. Es vēlos runāt šodien par to, kāpēc Dievs devis savu garu. И я хочу говорить сегодня о том, почему Бог дал своего Духа. Liekas tik vienkārši, Кажется, так просто, bet man liekas, mēs tik bieži aizmirstam to. но мне кажется, мы так часто об этом забываем. Mēs runājam valodās, Мы говорим на языках sakām, ka mums nav spēka. и говорим, что у нас нет сил. Mēs runājam valodās Мы говорим на языках un sakām, ka nejūtam Dievu klātbūtni. и говорим, что не чувствуем Божье присутствие. Ir tāds tuksnesis. И есть такая пустыня. Mēs runājam valodās, Мы говорим на языках un tad mēs sakām, vai tiešām Dievs var darīt brīnumu manā и dzīvē. спрашиваем, действительно ли Бог может совершить чудо в моей жизни? Viens pats fakts, Один тот факт, ja tu runā jaunās mēlēs, что ты говоришь на иных языках,
norāda par Dievu klātbūtni tavā dzīvē. И свидетельствует о Божьем присутствии в твоей жизни. Tas pats fakts runā par pārdabisku klātbūtni tavā dzīvē. Сам этот факт свидетельствует о сверхъестественном присутствии в твоей жизни. Šis fakts runā par to, ka tu esi saņēmis spēku, lai tu kalpotu. Этот факт говорит о том, что ты принял силу, чтобы служить. Mēs lasām šeit, kad Lūks saka Teofilu pirmajā grāmatā, esmu izstāstījis visu, ko Jēzus darījis un mācījis no paša sākuma. И мы читаем здесь, что Лука говорит Феофилу, что я рассказываю тебе все, что Иисус учил и делал от самого начала. Ko tad Jēzus darīja un mācīja no paša sākuma? Чего же от начала учил и делал Иисус? Mateja evaņģēlijā 4:17 mēs lasām, ka Jēzus iesāk sludināt un mācīt. Матфея 4:17 мы читаем, что Иисус начал учить и проповедовать. Un viņš ko teica? И что Он сказал? Viņš teica, atgriežieties no grēkiem Покайтесь в грехах un ticiet uz evaņģēliju, jo Dieva valstība tuvu klāt pienākusi. и верьте в Евангелие, потому что приблизилось Царство Божие. Tas bija tas, ko Jēzus iesāk sludināt un mācīt. Это то, что Иисус начал проповедовать и чему учить. Un evaņģēlijiem noslēdzoties, И в завершении Евангелия mēs lasām, ka Jēzus dod pavēli. мы читаем, что Иисус дает приказ. Un kā tad ir šī lielā И pavēle? какое же это большое повеление? Mateja 28 mēs lasām. В Матфея 28 мы читаем. Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Идите и делайте учениками все народы, Tās kristītam Tēvu, Dēlu un Svētā gara vārdā. крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, Un mācītam turēt visu, ko es esmu jums pavēlējis. и научая их соблюдать все, что я повелел вам. Lūkas evaņģēlijā 24. И в Евангелии Луки 24, Jēzus saka, šim valstības evaņģēlijam jātiek pasludinātam visām tautām. что все народы до краев земли должно быть проповедано это Евангелие Царства. Bet viņš saka, bet paliekat Jeruzalemē. Но он говорит, оставайтесь в Иерусалиме. Cik ilgi? Как долго? Mēs lasījām šeit, kad apostoli uzdod šo jautājumu Jēzum, Jēzu, cik ilgi? И мы читаем, что апостолы задают Иисусу этот вопрос. Иисус, как долго? Jēzus saka, tā nav jūsu daļa zināt laikus un brīžus. Иисус говорит, не ваше дело знать времена или сроки, Bet jūs dabūsiet но spēku, вы примете силу, kad svētais gars būs nācis par когда jums. сойдет на вас Дух Святой. Un mēs draudzēs, И в церквях mums ir lūkšana dievkalpojumi. у нас есть молитвенные богослужения. Un mēs turpinām darīt to, ko apostoli darīja 10 dienas. И мы продолжаем делать то, что апостолы делали 10 дней. Apostoli 10 dienas gaidīja tēva apsolījumu. Они 10 дней ждали обещанного от Отца. Viņi gaidīja, kad nāks svētais gars, Они ждали, когда придет Дух Святой, ka viņi būs piepildīti ar Dieva garu, что они будут наполнены Божьим Духом, kad viņi varēs iziet un piepildīt Kristus pavēli. когда они могут пойти и исполнить приказания Иисуса. Svētais gars ir persona, Святой Дух – это личность. un Dievs viņu neizsniedz dozās. И Бог не дает его дозами. Tu nevari 100 grami paņemt svētā gara. Ты не можешь 100 грамм взять Святого Духа. Tu nevari 200 grami. И 200 грамм не Tu можешь. nevari puslitru. И пол-литра не можешь. Svētais gars ir persona. Дух Святой – это личность. Kad viņš atnāk, И когда Он приходит, Dievs atnāk. Бог приходит. Viss Dievs atnāk. Весь Бог приходит. Dievs, kuru nevar uzņemt šī pasaule, ka Dievs ir lielāks par to. Бог, которого не может принять этот мир, потому что Он больше его. Dievs sāk mājot tavā sirdī caur savu garu. Бог начинает обитать в твоем сердце через свой Дух. Un apostols Pāvils saka, И апостол Павел говорит, ka es lūdzu Dievu, я молю Бога, es lūdzu, lai viņš dod jums atvērts gara acis, чтобы Он отдал вам открытые глаза духовные, lai jūs ieraudzītu, cik pārlieku liels ir tas spēka mērs, kas darbojas pie jums. чтобы Он увидел, Ka pārlieku liels ir что... Да, наверное. Да. преизобилующая сила, преизобилующая мера. Pāvils lūdz Dievu, Павел молится и просит Бога kas tie ir efezieši, ja? в Pirmā nodaļa. в первой главе Ефесянам. Zinat šo lūkšanu, ja? Знаете эту молитву, да? Atvērts gara acis, lai redzētu, cik liels ir tas spēks. Чтобы открытые глаза Духа, чтобы видеть, насколько велика та сила. Dieva gars tevī vienmēr ir lielāks par problēmu, ar ko tu И sastopies. Божий Дух в тебе всегда сильнее проблем, с которыми ты сталкиваешься. Dieva gars vienmēr ir vairāk nekā tas izaicinājums, kas ir tavā Он priekšā. всегда больше, чем тот вызов, который лежит перед тобой. Dievs ir spēcīgs sagraut jebkurus mūrus. И Он силен разрушать любые стены. Ja mēs runājam par evanģelizāciju, И если мы говорим о евангелизации, Dieva gars ir spēcīgs aizskart katru cilvēku sirdi. Божий Дух способен затронуть сердце каждого человека. Es biju nocietinājis savu sirdi gadiem. Я годами ожесточал свое сердце. Man bija 14 gadi, kad es aizgāju no Dieva. Мне было 14 лет, когда я ушел от Бога. Un es 21. gadā nācu atpakaļ. И в 21 год я вернулся 2 nedēļas pirms dzimšanas dienas. за 2 недели до дня рождения.
Un es sēdēju dievkalpojumā visus šos gadus. Я на богослужении сидел все эти годы. Mana māte man teica, kamēr tu dzīvo manā mājā, tu sēdi manā baznīcā. Мать говорила мне, пока ты живешь в моем доме, ты ходишь в мою церковь. Un tā nu es sēdēju katru svētdienu. И вот я сидел каждое воскресенье. Gandrīz katru. Почти каждое. Reizēm nācu piedzēries uz baznīcu. Иногда пьяный приходил в церковь. Mamma teica. Мать говорила, Nāc un sēdēju. приходи и сиди. Un es sēdēju tur. И я сидел там. Dievs runāja uz manu sirdi. Бог говорил к моему сердцу. Un tā vietā, lai to atvērtu, И вместо того, чтобы его открыть, es viņu nocietināju. я ожесточал его. Reizēm es sēdēju, man asariņi tecēja. Иногда сидел, у меня слезка так текла. Pēc, ka Dieva gars runāja uz Потому mani. что Дух Божий говорил ко мне. Un man viss iekšā daudzījās. И все стучало внутри меня. Bet tā vietā, lai pieceltos, iet priekšā nožēlot Но grēku, вместо того, чтобы встать и идти покаяться впереди, es piecēlos un gāju ārā. я вставал и выходил. Nu, man nedod Dievs aiziešu priekšā. И не дай Бог я вышел бы вперед. Būs jāmaina dzīve. Надо жизнь бы поменять. Viss mainīsies. И все изменится тогда. Un, ziniet, vienā reizē es sēdēju lielā И dievkalpojumā. знаете, однажды сидел на большом богослужении. Un visi dziedāja un slavēja И Dievu. все пели и поклонялись Богу. Un Dievs runāja manā sirdī. И Бог говорил в мое сердце. Viņš teica, modrs mīl tevi. И Он сказал, Модрис, я люблю тебя. Tajā brīdī es salūzu. И в тот момент я сломался. Es 7 gadus biju nocietinājis savu sirdi. Я 7 лет ожесточал свое сердце. Un tajā vienā brīdī И в этот один момент Dievs uzrunāja mani. Бог обратился ко мне. Un es atvēru savu sirdi. Я открыл свое Un Dievs сердце. mainīja manu И dzīvi. Бог изменил мою жизнь. Varbūt tavs stāsts ir līdzīgs. Может, твоя история похожая. Dievs gadiem runāja uz tevi. Бог годами говорит к тебе, Un tu neklausījies. и ты не слушал. Un tad pēkšņi И тут вдруг Dievs salauza tavu sirdi. Бог ломает твое сердце, Un zini, сокрушает viņš твое nelauza сердце. to ar kaut kādu veseli, И Он не каким-то прутом, не какой-то палкой ломает, bet viņš salauza to ar savu mīlestību. но своей любовью. Un Bībelē saka, ka mīlestība mūsu sirdīs tiek izlieta caur svēto garu. И Он говорит, что любовь в сердца наши излита Духом Святым. Un mans sirds mainījās, mana dzīve mainījās. И мое сердце изменилось, моя жизнь изменилась. Un es zinu, ka Dievs caur savu garu spēj mainīt jebkuru. И я знаю, что Бог своим Духом может изменить любого. Jūs draugi esat malači. Вы, церковь, молодцы. Jums ir rehabilitācijas У вас centri. есть реабилитационные центры. Jūs cenšaties aizsniegt tos, ko pasaule ir norakstījusi. Вы пытаетесь достичь тех, кого списал мир. Mums draudzē bija tāds gados vecāks pāris. У нас была такая пожилая пара в церкви. Un viņi bija ļoti laipni, ļoti labi, ļoti atbalstoši. И они были такие поддерживающие, такие любящие. Viņiem nevarēja saprast vienu lietu. И они ни одной вещи не могли понять. Es mācītāji, Пастор, kāpēc tev tie dzērāji vajadzīgi? зачем тебе эти пьяницы? Kāpēc tu ar tiem narkomāniem ņemies? Зачем ты возишься с этими Viņi taču наркоманами? norakstīja cilvēki. Они же списанные люди. Un ziniet, ir pagājuši gadi. И знаете, прошли годы. Un es redzu, kā evaņģēlijas maina šos И cilvēkus. я вижу, как Евангелие меняет этих людей. Es redzu, kā no tiem, kas ir norakstīti, Я вижу, как из тех, кто были списаны, ir cerības devēji. появились даятели надежды. Tie, kas dod cerību citiem. Те, кто дают надежду другим. Pēc, ka Dievs caur savu garu Потому что Бог своим духом maina cilvēku sirdi. изменяет сердце человека. Un mēs varam runāt par daudz dažādām И мы evaņģelizācijām. можем говорить о многих разных евангелизациях. Zinām, Bolderā, Jugla, šeit Mastu iela, Знаете, в Болдырае, на Югле, на улице Масту, Ķīpsala. на Кипселе. Es zinu, ka Liepājā būs evaņģelizācija šajos pašos datumos. Я знаю, что Jelgavā. будет в Елгаве и в Лепое будет евангелизация в те же даты. Tas ir labi. Это хорошо. Bet tas, kas mums vajadzīgs, Но то, что нам нужно, Bībeles mīlestība mūsu sirdīs izliet caur svēto garu. Писание говорит, что любовь излилась в сердца наши Духом Святым. Evaņģelizācija nav vienkārši pienākums. Евангелизация – это не обязанность. Tas ir pāri plūstošs sirds. Это преизливающееся сердце. Kad te Dieva gars tavā sirdī izlai mīlestību pret Dievu un pret tuvāko. Это когда Дух Святой в твоем сердце выливает любовь к Богу и к ближнему. Un kad tu runā valodās, ka tu lūdz, И когда ты молишься на языках, когда ты молишься, tad Dievs dara kaut ko vairāk vienkārši kā uztaisa tevi. то Бог более делает, чем просто созидает тебя. Dievs kaut ko deponē, kaut ko ieliek tevī. Он что-то вкладывает в тебя. Tas ir tā mīlestība pret pazudušajiem. И это любовь к пропавшим. Ka tu vienkārši evaņģelizāciju neuzskati par to kā pienākumu vai pasākumu. Что ты не считаешь евангелизацию просто обязанностью или мероприятием. Tas ir kaut kas, kas nāk no tavas sirds. Но это что-то, что исходит из твоего сердца. Ja mēs gribam būt tur, kur ir Jēzus, Если мы хотим быть там, где Иисус, mums ir jāiet meklēt pazudušos. то нам надо идти искать пропавших. Jēzus teica, viņš ir nācis meklēt Иисус сказал, что Он пришел найти un glābt и pazudušos. спасти погибшее.
Un ja mēs zinām, ka viņš ir vakar, šodien un mūžam tas pats, Мы знаем, что вчера, сегодня, вовеки Он тот же. tad ko viņš dara šodien? И что Он делает сегодня? Iet un meklē glābi pazudušos. Он идет и ищет погибших. Tā ir. Есть так? Drīkst es mazliet pastrīdēšos ar jums. Можно я с вами поспорю чуть-чуть? Es pirms mirkļa teicu, ka Jēzus ir pie tēva troņa debesīs, un jūs teicāt āmen. Я минуту назад сказал, что Иисус у трона Отца на небесах, и вы сказали аминь. Un tagad izrādās, ka viņš tomēr pa zemi iet un meklē А pazudušos. теперь выясняется, что Он по земле все же ходит и ищет пропавших. Tad kur viņš ir? Так где же Он? Visur, tam ir tur. Bībele saka, ka Jēzus savā jaunajā apskaidrotajā miesā, kurā viņš uzcēlās no mirušiem, Библия говорит, что Иисус в своем новом теле, в котором Он воскрес из мертвых, uzbrauc pie tēva troņa debesīs. Он вознесся к трону Бога на небесах. Un Bībele saka, ka viņš gaida, И Писание говорит, что Он ждет, kad visa vara būs nolikta zem viņa kājām. когда вся власть будет положена под ноги Его, Kad viņš valdīs pār visu. когда Он будет править всем. Amen. Bībele to saka mums. Библия так говорит нам. Bet kas tad notiek šeit uz zemes? Но что же происходит здесь на земле? Dieva vārds saka, ka mēs, draudze, Божье Слово говорит, что мы церковь, esam viņa kājas, мы Его ноги, viņa miesa, Его тело, kas iet un meklē pazudušo. которое идет и ищет пропавших. Amen. Аминь. Tas ir mūsu uzdevums. Это наше задание, Tas ir mūsu pienākums. это наша обязанность, Un tas ir tā ir mūsu и privilēģija. это наша привилегия, Kad Dievs izvēlējās mūs что Бог избрал нас darīt to, ko viņš mācīja no sākuma, делать то, о чем учил от начала, un to, ko viņš teica arī beigās. и что Он говорил и в конце. Un nav nekas mainījies. И ничего не поменялось. Un svētais gars mums palīdz būt tajā pašā lapspusē, kur ir Kristus, kur ir Dievs. И Дух Святой помогает нам быть на той же странице, где и Христос, где Бог. Daudzreiz mums kristiešiem interesē, ko tad Dievs saka šodien draudzē. И часто нас, христиан, интересует, что Бог сегодня говорит церкви. Un es neesmu pret to, bet tomēr bieži vien ir tāds, katru gadu mums ir tāds savs vārds no Dieva. И я не против, но походу каждый год у нас свое, другое слово от Бога. Jā, tas Dievam ir plāns un mērķis katrai vietējai draudzē. И у Бога есть план для каждой поместной церкви. Bet tomēr Но все же ir kādas lietas, kas nemainās. есть вещи, которые неизменны. Evaņģēlijs ir vienīgā cerība. Евангелие – это единственная надежда. Tu vēlies zināt, ko Dievs saka. Если ты хочешь знать, что говорит Бог, Atver Bībeli. открой Библию. Nekas nav mainījies. Nичего не поменялось. Joprojām pavēles, ka ej un dara par mācekļiem visas tautas. До сих пор звучит приказ: иди, делай учеников из всех народов. Un tāpēc nāca svētais gars. И поэтому пришел Дух Святой. Amen. Аминь. Jēzus teica, ka nāk svētais gars. Иисус сказал, что придет Дух Святой, Viņš vadīs visā patiesībā. и Он наставит на всякую истину. Un mēs lasām Bībelē, kad mācekļi, viņi pēc Jēzus augšām celšanās tā kā nevarēja saprast. И мы читаем в Библии, что ученики не могли понять после вознесения Иисуса. Bet Jēzum nācās daudzas lietas viņiem skaidrot. И ему нужно было объяснять им многие вещи. Un mēs lasām, ka viņi sāka ticēt. И мы читаем, что они начали верить. Un tomēr И все же Jēzus saka, jūs vēl neesat gatavi iziet. Иисус говорит: вы еще не готовы пойти. Jums ir jāsaņem svēto garu. Вам нужно получить Духа Святого. Pēc, ka Dieva vārda patiesība Потому что истины Божьего Слова, ir jābūt pasludinātai svētā gara spēkā. она должна быть проповедана в силе Духа Святого. Evaņģēlijs Евангелие ir Dieva spēks – это сила Божия par pestīšanu ikvienam, kas tic. ко спасению всякому верующему. Bet šim evaņģēlijam Но у этого Евангелия ir vajadzīgs trauks sludinātājs. ему нужна емкость, проповедник, Viņam ir vajadzīgs liecinieks. нужен свидетель, Viņam esi vajadzīgs tu, нужен ты, kas ir piepildīts ar Dieva garu, наполненный Духом Божьим, lai šo vēstu чтобы это послание aiznest tiem, kam tā ir vajadzīga. отнести тем, кому оно необходимо. Un И ir vēl kāda lieta, ko mēs draudzēs bieži vien meklējam. есть еще одна вещь, которую мы часто ищем в церквях. Jūs draudz droši vien nemeklē. Ну, ваша церковь-то не ищет, наверное. Bet ir ļoti daudz sāpinātu cilvēku. Но есть очень много людей, которым больно. Un ir tāds termins pat, kāds ir kristiešu vidū izdomāts tēva sirds. И есть такой термин в среде христиан придуманный – это сердце Отца. Un mēs bieži gribam šo tēva sirds sajust. И мы часто хотим почувствовать это сердце Отца. Jo mums Dievs, viņš ir mīlošs. Потому что Бог, Он любящий. Dievs ir mīlestība. Бог есть любовь. Un šī tēva sirds mums liekas tik ļoti vajadzīga. И это сердце Отца, кажется, оно там, так нам надо. Man ir mazs puika. У меня маленький мальчик, Viņam ir 3,5. ему 3,5 года.
Un no šorīt no rīta viņš man negribēja laist vaļā. И утром он сегодня меня не хотел Es отпускать. piecēlos ātrāk, es biju lejā, jau viņš guļ augšā. Я проснулся раньше, уже спустился вниз, он был наверху. Pēc laika viņš atnāk un trepju galā sauc. И он в конце лестницы через какое-то время меня зовет. Čuk, tētī, Папа, nāc manīm gulēt. иди со мной спать. Un es labi uzkāpu augšā, Я apgulos viņam поднялся, blakām. лег с ним, Bet viņš negulēja. но он не спал. Viņš visu laiku pasēja un ložņāja un visu apkārt. Un visu laiku saka, tēti, tevi ļoti, ļoti mīlu. Он ползал по мне, по лицу и такой все время: папочка, я тебя очень, очень люблю. Un man kā tēvam, protams, И мне, как отцу, так, man ļoti mīl. он меня очень любит. Un man tēva sirds tādā ar mīlestību un lepnumu. И мое сердце отца с любовью и гордостью такой. Un mums vajag būt tuvu Dievam. И нам надо быть близко к Богу. Mēs esam viņa bērni. Мы его дети. Bet bieži vien mēs kaut kur apmaldamies. Но часто мы где-то заблуждаемся. Domājam, kur tad ir šī tēva sirds? Думаю, где же это сердце отца? Ļaujiet man izstāstīt jums vēl vienu gadījumu no manas personīgās dzīves. Kā tētim. Позвольте рассказать еще один случай из моей личной жизни как отца. Mans viens dēls, 4. pēc kārtas, spēlē basketbolu. Один из моих сынов, 4-й по очереди, он играет в баскетбол. Viņi spēlē otrā līgā, kas ir otra labākā līga Latvijā, LBL 2. Они играют во второй латвийской лучшей лиге LVL2. Un viņa komanda iecīnīja 3. vietu. И их команда добилась, заработала 3-е место. Priekš viņiem tas ir liels panākums, ja visi puikas ir jauni, zaļi. И для них это большое достижение, потому что там все парни молодые, зеленые. Un, ziniet, bija fināla spēle par 3. vietu. И была финальная игра за 3-е место. Un es sēžu malā. Я сижу с краю, Un mans puika tur ir uz laukuma. и мой парнишка, он на поле. Ziniet, kur bija mana sirds? Знаете, где было мое сердце? Uz laukuma. На поле. Viņi tur spēlēja un 3 minūtes līdz beigām viņi zaudēja 12 punktus. И они играли, и за 3 минуты до окончания матча они проигрывали на 12 очков. Es vairs nezināju, ko darīt. Я больше не знал, что делать. Es biju lūdzis, es Я biju молился, saistīts, es я biju связывал, svētīts, я es благословлял. biju lūdzis smēlēs, Я на es языках biju viss молился. tur. Я был весь там. Un, ziniet, bija brīnums. И знаете, было чудо. Viņi vinēja. Они выиграли. Un tā komanda otra stāvēja. Вторая команда стояла вот так. Un es jutos, ka es būtu izcīnījis to И cīņu. я чувствовал, что это я выиграл. Es biju nosvīts. Я вспотел. Man muta bija sausa. У меня сухой рот был. Es biju kliedzis aizsardzība, es biju kliedzis groz, es biju kliedzis visu kaut ko. Я кричал на защиту, на корзину, на все. Reizēm es kliedzu kaut ko tādu, ka es pēc tam žēloju grēkus. Иногда что-то кричал такое, что потом каялся. Es biju tur viss. Я был весь там. Mana sirds bija tur. Мое сердце было там. Tu gribi zināt, kur ir Dieva Ты sirds? хочешь знать, где сердце Бога находится? Viņa sirds ir tur, kur ir viņa dēls. А оно там, где его сын. Ja mēs lūkojamies uz šo stāstu, kas ir Bībelē, И если мы смотрим на эту историю из Библии, tu vēlies piedzīvot to, ka Dievs tevi mīl. хочешь пережить, как Бог любит тебя? Varbūt tu nepazīsti Dievu šodien. Может, ты не знаешь Бога сегодня? Varbūt viņš tev ir kaut kur tāls, Может- kaut kur liels, kaut kur augšā debesīs, bet ne tavās vajadzībās. Может быть, Он какой-то большой, великий, на небесах, высоко, но не в твоих нуждах. Es lasu par Dievu dēlu Jēzu Kristu. Я читаю о Сыне Божьем Иисусе Христе. Tad, kad viņš karājās pie koka krusta, Когда Он висел на деревянном кресте, viss pasaules grēks bija uzlikts и viņam. весь грех мира был на Нем. Viss pasaules slimības bija uzlikts Все viņam. болезни были на Нем. Tava atkarība bija uzlikta Твоя viņam. зависимость была на Нем. Tavas problēmas bija uzliktas Твои viņam. проблемы были на Нем. Un tu jautā, kur ir tēva И sirds? ты спрашиваешь, где сердце Tā Отца? nebija spēle, tā bija Это realitāte. была не игра, это была реальность. Jēzus tur karājās. Иисус висел там. Un viss pasaules smagums bija uz viņa И вся pleciem. тяжесть этого мира была на Его плечах. Tu vēlies piedzīvot tēva sirdi savā Ты dzīvē. хочешь пережить сердце Отца в своей жизни? Tu vēlies piedzīvot to, kur viņš reāli, viss šī mīlestība ir. Ты хочешь пережить, где реальность Его любви? Nav citu vietu. Нет других мест. Tas ir krusts. Это крест. Tas ir krusts, kur Dieva dēls Это крест, на котором Сын Божий. reāli nomira par taviem maniem И Он grēkiem. реально умер за твои и мои грехи. Viņš paņēma tavus un manas И slimības. Он взял твои и мои болезни. Tu vēlies dzīvot ar šo apziņu, Dievs mani mīl. И ты хочешь жить с этим осознанием, Бог любит меня. Tu vēlies dzīvot ar šo apziņu, Dievs ir kopā ar mani. Хочешь жить с осознанием, Бог со мной. Nevis vienkārši tu zini šo faktu, bet tas ir tas, kurā tu dzīvo. Не просто, что ты знаешь этот факт, но то, как ты живешь. Tad, lai tavs sirds ir tur, kur ir Так evaņģēlijs. пусть твое сердце будет там, где Евангелие. Un tu piedzīvos tēva sirdi katru И dienu. ты каждый день будешь переживать Tu сердце piedzīvo Отца. šo tēva sirdi katru reizi. Каждый раз переживать сердце Отца. Bet tu nepazīsti Kristu šodien. Если ты не знаешь Христа сегодня, Ļauj man tev teikt то позволь сказать тебе par tevi.
о тебе, за тебя, par tevi pie Golgātas за krusta. тебя на Голгофском кресте. Tieši tāpat kā par mani. Точно так же, как за меня. Jēzus nomira. Иисус умер. Es piedzimu kristīgā ģimenē. Я родился в христианской семье. Man mācīja un teica par Dievu no mazotnes. Меня учили, рассказывали о Боге с малолетства. Tomēr šis pasaules gars, šis grēks, kas ir pasaulē, Пока этот дух мира, грех, который в этом мире, tas man tik ļoti saistīja un vilināja. он так манил и связывал меня. Un grēks sāk valdīt manā И dzīvē. грех начал править в моей жизни. Un pavisam drīz es sapratu, ka es esmu grēka vergs. И очень скоро я понял, что я раб греха. Mana mamma reiz teica uz savu dzimšanas dienu, lai mēs uzvedoties godīgi. Tad viņa domāja, lai mēs nedzeram ar brāli. И мать однажды на день рождения сказала, чтобы мы достойно себя вели. Она думала, чтобы мы не пили с братом. Un mēs savā prātā apņēmāmies, ka mēs nedēļu pirms dzimšanas dienas un nedēļu pēc dzimšanas dienas būsim regulāri mājās un būsim skaidrā prātā un viss būs labi. И мы так решили с ним, что вот за неделю до дня рождения и неделю после дня рождения мы регулярно будем находиться дома и трезвыми. И все будет хорошо. Mēs gandrīz 2 nedēļas vispār nebijām mājās. Но 2 недели мы вообще почти не были дома. Kāpēc? Почему? Pēc, ka grēks saista. Потому что грех связывает. Grēks saista. Грех связывает. Tu kļūsti par vergu. Ты становишься рабом. Tu nedari to, ko tu gribi. Ты не делаешь то, чего хочешь. Jēzus pie Golgātas krusta Иисус на Голгофском кресте atnesa brīvību. принес свободу. Tagad tu sludini evaņģēliju. И когда ты проповедуешь Евангелие, Tu sludini brīvību. ты проповедуешь свободу. Jēzus pie krusta atnesa piedošanu. И на кресте Иисус принес прощение. Tu sludini evaņģēliju, tu sludini piedošanu. Когда ты проповедуешь Евангелие, ты проповедуешь прощение. Tu sludini pieņemšanu. Ты проповедуешь принятие. Un šodien tu vari saņemt šo piedošanu. Сегодня ты можешь получить это прощение, Tu vari saņemt šo brīvību. эту свободу. Tu vari saņemt šo piedošanu. Можешь получить это прощение. Kad Jēzus tevi pieņem kā savējo. Когда Иисус принимает тебя как своего. Es vēlos lūgt kopā ar jums. Я хочу šodien. молиться с вами сегодня. Dievs dod brīvību. Бог пусть даст свободу. Бог дает свободу. Dievs dod brīvību. Бог šodien. дает свободу сегодня. Dievs nomira pie tā krusta. Бог умер на этом кресте. Un zini, vēl ir žēlastības brīnums arī šeit jums priekšā. Есть чудо Tas krusts ir благодати. tukšs. Крест пустой. No tādas spīdzināšanas un sāpju un izmisuma vietas. Из места пытки и боли Krusts ir kļuvis par slavas simbolu. крест стал символом славы. Krusts ir kļuvis par uzvaras Он simbolu. стал символом победы. Pēc, ka Jēzus Kristus tur grēku, nāvi un ēlu uzvarēja priekš tevis. Потому что Иисус Христос победил ад и грех и смерть для тебя. Viņš ir nāvi uzvarējis, viņš ir augšām cēlies. Он победил смерть, Он воскрес. Tāpēc viņš var palīdzēt tev šodien. Поэтому Он может помочь тебе сегодня. Viņš var palīdzēt uzcelties tev no tavas grēku verdzības. Может помочь тебе подняться из рабства твоего греха. Viņš var palīdzēt tev piecelties no tava krēsla un aiziet sludināt Он evaņģēliju. может помочь тебе встать с твоего кресла и пойти проповедовать Евангелие. Reizēm mēs domājam, kādas metodas ir jālieto. И иногда мы думаем, какие методы надо использовать. Ja tu paklausīgs būsi svētajam garam, Но если ты будешь послушен Духу Святому, tad tev būs vienmēr pareizās то у metodas. тебя всегда будут правильные методы. Vienmēr. Всегда. Jo svētais gars Потому что Дух Святой zina, ko dara. знает, что делает. Un arī šodien dievkalpojumā, И сегодня на богослужении, ja tu nepazīsti Kristu, если ты не знаешь Христа, esi paklausīgs svētajam garam. будь послушен Духу Святому. Tu teici, es nepazīstu arī viņu. Ты скажешь, я не знаю Его. Viņš ir tas, kas strādā tavā sirdī. Он тот, кто работает в твоем сердце. Viņš ir tas, kas runā tevī. Он тот, кто говорит к тебе. Viņš ir tas, ka tu sēdi un tev ir skepse, tev ir domas, tev ir aizdomas. Он тот, кто у тебя есть скепсис, у тебя есть мысли, подозрения. Viņš ir tas, kas tavā sirdī saka, nē, tas ir īsts, patiesa un reāls. Но Он тот, кто говорит, что это истина, правда и реальность. Viņš ir tas, kas Dievu dēlu dara dzīvu tevī. Он тот, кто оживляет Божьего Сына в тебе. Un tad, kad tu atsaucies, И когда ты отзываешься, tad viņš caur viņu Dievs piedzimst tevī. тогда через Него Бог рождается в тебе. Viņš sāk mājot tevī. Он начинает обитать в тебе. Tu nekļūsti par Dievu, Ты не становишься Богом, bet Dievs sāk mājot но tevī. Бог начинает обитать в Un, zini, тебе. Bībele saka, И знаешь, Библия говорит, kļūsti jauns radījums Jēzu Kristu. ты станешь новое творение во Христе Tu vairs Иисусе. neesi grēka vergs. Ты больше не раб греха. Tu esi brīvs Jēzu Ты Kristu. свободен в Иисусе Христе. Man patīk pielūgt ar jums kopā. Vienmēr, kad atnāku, vienmēr baudu. Мне нравится поклоняться с вами. Я всегда, когда прихожу, я наслаждаюсь. Un šī dziesma, kad Dievs ir darījis brīvu tevi. И эта Dievs ir песня, atbrīvojis no tiesas, no soda. что Бог освободил тебя от суда, от наказания.
Tas ir kaut kas, kas mūs sagaida vēl. Это что-то, что нас еще же ожидает. Kad vienu dienu mēs lūkosimies uz Jēzu vaigu vaigā. Однажды мы лицом к лицу будем взирать на Иисуса. Un, zini, šī brīvība Kristu, Но это свобода в Иисусе, в Bībele Христе. saka, ka viss šī pasaule ir zem grēka lāsta. Писание говорит, что весь мир под проклятием греха. Bet Dievs tev dod brīvību jau šeit uz zemes, viņš atbrīvo tevi no soda un tiesas. Но Бог освобождает тебя от суда и наказания уже здесь на земле и дает тебе свободу. Jēzus teica, viņš nāca, lai tev būtu dzīvība un dzīvības pārpilnība. Иисус сказал, что пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Izvēlies šodien to. Выбери сегодня это. Neesi muļķis. Не будь дураком, Kāds es biju 7 gadus. как я был в tечение 7 лет. Tad, kad Dievs runāja uz mani, Как-то Бог говорил ко мне. tā vietā, lai atvērtu savu sirdi, Но вместо того, чтобы открыть свое сердце, es to nocietināju. я его ожесточал. Un es domāju, ok, es pats tikšu galā. Я думал, хорошо, я сам справлюсь. Un man dzīve gāja ar vienu uz leju. И жизнь моя все больше и больше спускалась вниз. Līdz Dievs Пока Бог, turpināja runāt uz mani. продолжая говорить ко мне. Un vienu dienu И однажды man sirds salūza. мое сердце сокрушилось. Un paldies Dievam, И спасибо и слава Богу, ka viņš to vienkārši neatstāja salauztu. что Он не оставил его просто сокрушенным. Viņš to dziedināja. Он исцелил его. Viņš to pacēla. Он поднял его. Viņš deva man brīvību. Он дал мне свободу. Viņš deva jēgu un saturu manai Он dzīvei. дал смысл и насыщение жизни моей. Tas ir evaņģēlijs, Это Евангелие. ko mums, mīļie kristieši, И нам, дорогие христиане, ko mums vajag nest šai pasaulē. нам надо нести для этого мира. Un to palīdz, un to dod spēku. Tāpēc nāca Svētais Gars. И помогает, и дает силу. Поэтому пришел Дух Святой. Vai jūs pieceltos kājās, lūdzu? Поднимитесь, пожалуйста. Mēs lūgsim Dievu. Мы будем молиться. Mēs aicinām Tev, mīļā draudze. Mēs aicinām Tev, mīļā И я draudze. призываю тебя, дорогая церковь. Ja evaņģēlijs Tev vienkārši ir vēsts par Kristu, Если Евангелие для тебя это просто известие о Христе, bet tajā nav tavs sirds, но в этом нет твоего сердца, tad ir šodien brīnišķīga diena. то сегодня чудесный день, Lai teiktu Jēzum, чтобы сказать Иисусу: Jēzus no jauna Иисус, я снова gribu, хочу, lai manas sirds deg par Tevi. чтобы мое сердце горело для Тебя. Dievs, es no jauna gribu Я вновь хочу būt piepildīts ar Tavu spēku быть наполненным Твоей силой, un iet un nest Tavu evaņģēliju. идти и приносить Твое Евангелие. Kungs, es gribu būt tur, Господь, хочу быть там, kur ir Tavs sirds. где Твое сердце. Ja Tu nepazīsti Kristu, Если ты не знаешь Христа, zini, ka šī Dieva sirds знай, что это сердце Бога. ir tieši tur, kur Tu esi. Оно там, где ты, Tavās vajadzībās, в твоих нуждах, tavās в sāpēs, твоей боли, tavās atkarībās. в твоей зависимости. Jo tas viss, Потому что все это, tajā brīdī, kad Jēzus bija pie в krusta, тот момент, когда Иисус был на кресте, tas viss, все это, kas saista tevi šodien, что связывает тебя сегодня, tas viss bija uzlikts viņam. все было помещено на Un tas Него. tieši tā vieta bija pasaules centrs. И именно это место был центр Un Вселенной. tieši tur Dieva sirds И именно там Божье сердце. nāca pie viņa šodien. Приди к Нему сегодня. Un tu atklāsi, ka šī sirds ir pilna mīlestības pret tevi. И ты откроешь, что это сердце полно любви к тебе. Tu iepazīsti patiesu mīlestību, Ты познаешь истинную любовь, tu iepazīsti patiesu prieku, познаешь истинную радость, un tu iegūsi patiesu brīvību Jēzu Kristu. получишь настоящую свободу в Иисусе Христе. Jēzus teica, Иисус сказал: ja tu apliecināsi man cilvēku priekšā, если исповедуешь меня перед людьми, es apliecināšu tev tēvu priekšā, то я, kas ir debesīs. я исповедую перед Отцом моим Небесным. Un tāpēc pēc mirkļa es aicināšu tevi nākt šeit draudzes priekšā. И через минуту поэтому я буду просить тебя прийти сюда, перед церковью, Iznākt un teikt, выйти вперед и сказать: Jēzum, Иисус, Jēzum, man vajag tevi. Иисус, мне нужен Ты. Jēzum, piedod manu grēku. Иисус, прости мой грех. Ienāc manā sirdī. Войди в мое сердце. Esi mans kungs un Dievs. Будь моим Господом и Богом. Es vēlos lūgt kopā ar tevi. Я хочу молиться с Тобою, Lai Dieva gars ienāk tevī. чтобы Божий Дух вошел в тебя, Dod tev pilnīgu brīvību. дал тебе полную свободу Jā, un dzīvi. и новую жизнь. Es lūgšu Dievu. Я буду молиться, Un pēc šīs lūgšanas es aicināšu tevi. и после этой молитвы я приглашу тебя, Ja tu nepazīsti Jēzu. если ты не знаешь Иисуса. Varbūt tu esi bijis ar viņu. Может, ты был с Ним, Un tagad tu zini, и теперь ты знаешь, tu esi tālu. что ты далеко. Nē, viņš nav tevi atstājis. Он тебя не оставлял, Bet tu esi atstājis viņu. но ты оставил Его. Kaut kas ir nostājies starp tevi un viņu. Что-то встало между тобой и им. Grēks ir bijis mīļāks Грех оказался лучше, par Dievu tūmu. чем Божье присутствие. Arī nāc tu šodien. Ты тоже приходи сюда.
Jēzus Kristus Иисус Христос pieņem принимает un atjauno. и восстанавливает. Dārgais kungs, Дорогой Господь, es nāku pie Tevis Jēzus vārdā. я прихожу к Тебе во имя Иисуса. Es Tev pateicos par draudzi. Я благодарю Тебя за церковь. Es Tev pateicos par šo Tavu ģimeni. Благодарю Тебя за эту семью Твою. Kungs, Jēzus, pateicos, ka mums ir privilēģija būt daļa no tā. Господь Иисус, спасибо, что у нас есть привилегия быть частью этого. Es pateicos, ka Tu mums esi devis savu garu, Спасибо, что дал нам Дух Свой, kas vada mūs visā patiesībā, который ведет нас во всякую истину, kas dod mums spēku nest Tavu vārdu, который дает нам силу приносить Твое Слово, pasludināt evaņģēliju. проповедовать Un Евангелие. es lūdzu, lai mēs esam degoši to darīt. И я прошу, чтобы мы были зажженными, чтобы делать это. Kungs, ka mēs vienmēr būtu piepildīti ar Tavu garu, Господь, чтобы мы были всегда наполнены Духом Твоим, ka mums ir sirds paklausīt Tev, чтобы наше сердце было послушно Тебе, lai mūsu kājas ir apauts ar gatavību nest mieru evaņģēliju. чтобы наши ноги были обуты в готовность проповедовать Евангелие, благовествовать мир, Kungs, lai mūsu sirds ir pārpildīta ar mīlestību par Tevi. чтобы наше сердце было переполнено любовью к Тебе. Kungs, es lūdzu par tiem, kas šodien ir tālu no И я Tevis, молюсь о тех сегодня, Господь, кто далеко от Тебя, kas kā pazudušais dēls varbūt ir iztērējuši visu. кто, как блудный сын, возможно, потратили все. Es lūdzu, Kungs, šodien, Я сегодня молюсь, Господь, lai viņi nāk pie atziņas чтобы они вернулись к осознанию un nāk Tavā mājā. и вернулись в Твой дом, Nāk Tavās mājās, Dievs, pie Tavas sirds. вернулись в Твой дом и к сердцу Твоему. Kungs, būt tuvu ar Tevi. Господь, чтобы были близко к Тебе. Es lūdzu par tiem, Jēzu, Я молюсь о тех, Иисус, kas nekad nav pazinuši кто Tevi. никогда не знали Тебя. Kungs, Tavs vārds saka, Tu jau viņus sauc vārdā. Твое Слово, Господь, говорит, что Ты уже называешь их по имени. Tavs vārds saka, kad viņi vēl nebija Dievs, Tev bija glābšanas un svētības domas viņu dzīvēm. Твое Слово говорит, что еще их не было, но было уже мысли о спасении для их жизни. Es lūdzu šodien, Kungs, Я сегодня молюсь, Господь, Svētais Gars velc viņus pie Дух Kristus. Святой, влеки их ко Христу, Dievs, lai viņi atver savu sirdi Tev, чтобы они открыли свое сердце для Тебя iegūst brīvību un mieru и Tevī. получили мир и свободу в Тебе. Jēzus vārdā. Во имя Иисуса. Sātan, es saistu Tevi, es salaužu Tavus vārdus un saitu šo cilvēku dzīvēs Jēzus vārdā. Дьявол, я Atlaid un ļauj viņiem nākt Jēzus vārdā. Дьявол, я связываю Тебя и разрушаю связи Твои в жизни этих людей. Просто позволяю им прийти к Тебе. Un Dievs runā uz Tavu sirdi. И Бог сейчас говорит к Твоему сердцу. Nāc šeit draudz priekšā. Выходи вперед, перед церковью. Un mēs kopā lūgsim Dievu, И мы будем вместе молиться Богу, lai piedošana, чтобы прощение, miers мир un dzīvība no Jēzus Kristus и жизнь от Иисуса Христа piepilda Tavu sirdi. она наполнила Твое сердце. Tu nepazīsti Jēzu kā savu kungu. Ты не знаешь Иисуса как своего Господа. Dod man šo privilēģiju iepazīstināt Tevi ar viņu. Дай мне эту привилегию познакомить Тебя с Ним. Man šogad būs ar Dievu žēlastību 45, Сегодня будет, в этом году будет, 45. мне будет 45 по Божьей милости в этом году. 24 gadus es dzīvoju ar Dievu. 24 года я живу с Богом. Es neesmu nožēlojis nevienu mirkli. Я ни разу не пожалел в своей жизни. Uztic savu sirdi, savu dzīvi viņam. Доверь свое сердце и свою жизнь Ему. Tu neiestājies pakalpojumu man. Ты не делаешь мне услугу. Tu izdari pakalpojumu sev. Ты делаешь услугу себе. Neaizdēj vienkārši tāpat prom. Не уходи просто так отсюда. Nāc pie Jēzus šodien. Приходи ко Христу сегодня. Дорогой Иисус, я прихожу к Тебе. Ты слышишь и видишь, Ты знаешь каждого. Ты знаешь каждое сердце, Иисус. Ты видишь каждое сомнение, Ты видишь все мысли, Иисус. Я прошу, Господь, чтобы Ты силой Своей коснулся каждого сердца. Господь, каждого сердца во имя Иисуса Христа, Господь. Потому что свобода сегодня, Господь, это Твоя. Господь, Твоя любовь, Твоя благодать, она сегодня здесь, Господь. Она по-прежнему исцеляет, она по-прежнему освобождает. Я прошу, Иисус, Ты видишь каждое сердце. Через Дух Святой удали все сомнения. Господи, чтобы покаяние сегодня было в доме Твоем, Иисус. Во имя Иисуса Христа, Господь. Во имя Иисуса Христа. Церковь, поднимите свои руки.
Draudz, paceliet savus rokas. Церковь, поднимите свои руки. Un mēs lūgsim kopā. Будем молиться вместе. Lūgsim, lai Dievs šodien Мы будем молиться, чтобы Бог сегодня pieskarās mums, коснулся нас, lai mēs būtu degoši, чтобы мы были зажженными nest evaņģēliju. нести Евангелие. Paceliet savus balsis Поднимите свои голоса, un lūdzu Dievu. возвысьте голоса и молитесь Богу. Jūs lūdzat garā, lūdzat garā. Если молитесь на языках, молитесь в Духе. Kungs, Jēzus, es slavēju Tavu vārdu. Господь Иисус, я славлю имя Es Твое. Tev pateicos, Dievs, Tu esi Dievs mums aicinājumu un privilēģiju. Я благодарю Тебя, что Ты дал нам призвание и привилегию Pasludināt evaņģēliju. проповедовать Евангелие. Vienīgo, kas glābj, Единственное, что спасает, vienīgo, kas dod ceļu mērķi, единственное, что дает дорогу и цель, vienīgo, kas piešķir jēgu dzīvei. единственное, что дает смысл жизни. Es Tev pateicos par privilēģiju. Я благодарю Тебя за привилегию, Господь, Pasludināt evaņģēliju, проповедовать Евангелие, kuras spēks sniedz pāri nāves robežām, сила которого простирается за границы народов, pāri nāves robežām. за границы смерти. Tu dod mūžīgo dzīvību. Ты даешь вечную жизнь. Es Tev pateicos šodien, Kungs, Я благодарю Тебя сегодня, Господь, ka Tu atjauno draudzi, что Ты обновляешь церковь, ka Tu atjauno katru savu bērnu. обновляешь каждое свое дитя Pasludināt Tavu godības evaņģēliju. и проповедуешь Евангелие Твоей славы. Mēs aizlūgsim Dievu vēl šeit cilvēku. Ja? Мы будем молиться еще за человека.
drīkst kaut ko palūgt no jums? А можно от вас кое-что попросить? Ja tie drīkst? Можно? Vai es drīkst, lai jūs aizlūgtu Dievu par mani? Я хочу, чтобы вы помолились за меня. Jums ir brīnišķīgs nosaukums Dievu ģimeni. У вас прекрасное название «Божья семья». Es ticu, ka Dievu ģimene ir lielāka par mastu ielu. И я верю, что Божья семья, она больше, чем Масту. Un mēs esam brāļu māsas kopā visi, vai ne? И мы все братья и сестры. Un manā dzīvē arī tā sākas tāds jauns posms. И в моей жизни также начинается такой новый период. Jau šeit teica, ja, kad ir šis amats. Это должность, как говорили здесь уже. Un es gribētu, lai jūs aizlūdzu Dievu. И я хочу, чтобы вы молились за меня. Ja jūs atceraties, Если вы помните, Aleksandrs teica, klausās kristīgo rādio. Александр говорил, что слушает христианское радио. Kad jūs klausties, lūdzat par mani. Когда вы слушаете, молитесь за меня. Lūdzu, Прошу вас. lūdzu. Прошу вас. Un arī domājot par visām šīm evanģelizācijām. И когда я думаю обо всех этих евангелизациях, Es nekad savā dzīvē neesmu Dievu tik stipri sajūtas, kā tieši sludinot evanģēliju vai gatavojot šīs evanģelizācijas dievkalpojumus. я никогда так сильно Бога не слышал, как готовюсь или проповедую на этих евангелизациях. Un tieši tāpat demonisks klātbūtne ir ļoti, ļoti stipra. И также очень сильно демоническое присутствие. Tas kā tāds liekas spiediens. Это такое, как давление. Mums ir vajadzīgs jūsu lūgšanas. И мне нужны ваши молитвы. Mūsu ģimenei to vajag. Нашей семье нужны ваши молитвы. Lai jūs aizlūgtu Dievu. Чтобы вы молились за нас. Jūs aizlūgtu Dievu tagad par mani? И можете за нас помолиться сейчас? Jā, es nezinu, kurš droši vai... Jā. Аллилуйя. Можно, чтобы вас видно было? Да, встаньте. Церковь, давайте прострем свои руки, согласимся в вере. Отец, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, за Божий сосуд, за пастора Модриса. Боже, мы благодарим Тебя, что Ты Бог богов и Царь царей. И Ты все держишь с силой Слова Своего. Боже, мы молимся, чтобы Ты благословил, укрепил, обновил жизнь, служение, взаимоотношения с Тобой, Господь. Этот новый период жизни во имя Иисуса Христа, в жизни пастора Модриса, мы призываем Твою благодать. Мы молимся, чтобы эта благодать умножалась каждый день во имя Иисуса Христа. Боже, мы молимся, чтобы Твоя сила держала его, направляла его. И мы провозглашаем, что ни одно оружие, сделанное против него, оно не будет успешно. Мы провозглашаем благоволение и благорасположение. Боже, укрепи в этих собраниях, служениях, которые будут с этими евангелизациями. Боже, сверхъестественный мир, сверхъестественное обновление, сверхъестественный покой. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Мы благодарим Тебя, что Твоя рука, мы провозглашаем Твоя благодать, Твоя благоденствующая рука на Твоем Божьем служителе. И мы благодарим Тебя, что Ты покрываешь его своей благодатью, защитой. Мы благодарим Тебя за ангелов, которые оберегают, которые помогают ему в этом деле. Благодарим Тебя, мы соглашаемся об этом. Мы даем Тебе право, Господь, устраивать все лучшим образом, несравненно больше всего того, что Он просит, о чем помышляет. Мы провозглашаем это во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо вам, пастор. Аллилуйя. Слава Господу. Большое спасибо за это слово. Друзья, еще на 1 минутку буквально присядем. Очень важное объявление, которое мы забыли сказать. У нас неделя поста и молитвы. У нас здесь будет молитвенные собрания. Мы сделаем 5 числа в 6 часов молитву.
И я думаю, что уже здесь будет присутствовать евангелист из Дании, он также примет участие. Может быть, это будет даже как небольшой евангелизационный семинар. Поэтому всех приглашаем, чтобы вы не были в стороне, чтобы принимали участие. Сегодня как раз об этом и слово было. Я думаю, что мы понимаем, что можно, как бы, знаете, по принципу «я ничего не знаю, моя хата с краю». На самом деле мы должны быть вовлечены в дело Божье. Аминь. Поэтому молитесь и за евангелизации, которая будет на Кипсале, которая будет в Балдырае, которая будет на Югле, на Масту. Мы нуждаемся в молитвах. Потому что если апостол Павел говорил «молитесь за меня», хотя он, написано, что он потрудился больше, чем все апостолы. Поэтому будем вспоминать в молитвах и нашего пастора, он также нуждается в молитвах. Аминь. Аминь, церковь. Доброе утро. Аллилуйя. Вот. И, конечно же, то, что мы помолились, это не значит, что все, больше не будем молиться за епископа Модриса. Мы будем вспоминать в молитвах. Потому что Писание говорит, страдает ли один член, страдает все тело. Славится ли один член, славится все тело. Поэтому еще раз большое спасибо, пастор и епископ Модрис Азланкевич. Мы любим вас, благословляем. Большое спасибо. Воздайте еще раз славу Господу. Аллилуйя. Так, друзья, благословенного дня. Аминь.